Всем привет, подписчики канала. Снимаю на 202 микрорайоне. Минус 42 сегодня в Якутске. Хотел бы заснять вам город Якутск 202 микрорайона. Это у нас стоит здесь, как сказать, обелиск. Или памятник, обелиск, наверное, скорее всего. В честь столетия регулярного судоходства по реке Лени. 1894-1994 года. Вот это у нас аллея, ну как, набережная, вернее, скорее всего, названа в этом году в честь нашего олимпийского чемпиона. Напишите, в честь кого была названа. Это у нас луна. Вот на этом месте у нас пляж находится городской. Это у нас район ТЭЦ, теплоэлектростанция. Не знаю, давайте я вам схожу, покажу. Хотел дойти до речпорта, но, по-моему, это мне не суждено в этот раз. Видите, какая у нас темнота здесь. Но все равно у нас на улице не жарко, конечно. Это у нас район пляжа городского. Напишите в описании, в честь чего названа эта набережная. В честь кого, вернее. Будет интересно узнать, знают ли историю у нас люди. Это у нас 203 микрорайон. Так, в районе ТЭС стреляет у нас. Вот, посмотрите, у нас какая у нас дорожка. Здесь, кстати, рыбалочка есть. Летом люди рыбачат, отдыхают. И можно что-нибудь поймать. Давайте, все-таки я направлюсь в район речпорта. Не знаю, за качество видео, конечно, я ничего не отвечаю. Вот. Снимаю сейчас на фотоаппарат. Сотовый замерз. Как вы видели в предыдущем видео, резко оборвался. Съемочка резко оборвалась. Это я иду в сторону речпорта. Сейчас прибавлю 4 ВД. Вот у меня 2 ВД, вот 4 ВД. Посмотрите, так сказать, на ночной Якутск. Или, вернее говоря, район речного порта. Да, в лихие 90-е здесь можно было попасть. Нехорошие дела, конечно, но кто как попадет, конечно. Но нежелательно, конечно, ходить было в те года. Ну, вот такая у нас
Набережная. Это у нас район Площади Победы. Это у нас ТЭЦ. А район речпорта вон там, в той стороне. А это у нас набережная. Это у нас Луна. Напишите, в честь кого названа набережная. Будет интересно, конечно, не узнать. Подсказка в честь олимпийского чемпиона. Ну, уже, наверное, многие догадались, в честь кого. Великий человек. Из нашей республики. Их у нас таких олимпийских чемпионов двое. И один серебряный призер. Ох, что-то у меня здесь моргать начинает уже. Не знаю, дойду ли я. До речного порта. Как-то я вот сидел, думал заснять это дело, но как-то не получилось. В летнее время я засниму. Это на следующий год уже, конечно. Но вот почему-то мне сегодня вот именно приспичило вот заснять и все. Вот как выглядит у нас набережная ночная. На улице минус 42. Но, по-моему, у нас погода похолоднее будет. Давайте я включу 4 ВД, чтобы быстрее дойти до речного порта и снять там ракурс. Вот видите, ТЭЦ, какие у нас облака идут. Дым, вернее. Фух. Былые времена, конечно, я бы это легко пробежал. В детстве занимался лыжами, в армии бегал. В армии я в Подмосковье пробежал все Подмосковье. Участвовал на соревнованиях, даже в лыжне России участвовал. Одно из первых мероприятий лыжня России было. Я служил в 86-87 года на Украине, в Полтаве, и потом в Подмосковье. И когда мы вот приехали в Москву, на наше огорчение снег растаял. И соревнований не было. А так до этого дня мы бегали по воинским частям. Так можно сказать, не очень плохо бегали. Хорошо, у нас была команда, составленная из солдат и офицеров. Офицеры у нас были в первой команде, зачетной. Мы были во второй команде. Но вы нас не включили. Но мы пробежали их гораздо лучше. Команда офицеров. Вот такая жизнь была в молодости. Вот такая у нас вышечка стоит. И здесь камера у нас еще работает. А это, кстати, посмотрите, вот огоньки, да? Есть такого? Вернее, я не видел. Но это каждый год должно быть. Здесь у нас чинят суда, я так понимаю. Они стоят на рейде
И видели в видео, наверное, как суда вырывает изо льда. Обрезает куски льда и к лопастям подходит. Вот там судно стоит. Не знаю. Нет. Там его даже можно и не смотреть, не приблизить. И вот к этим судам подрезают льды к концу глыбами. И в результате они подходят к винтам, и там в нижней части судна или баржа, или что, чего там у них есть. И они его ремонтируют. Очень тяжелая работа, конечно, я вам скажу. Даже судя по их видео, такие морозы, судить говорю, делать судно, ремонтировать, это, конечно, на грани фантастики. Или, можно сказать, даже героический подвиг. Посмотрите, она какая погода, какой ракурс. Это у нас набережная. Это у нас площадь Победы видна. Наконец я начинаю более-менее подходить. Утеплил я фотоаппарат немножко. Не знаю, как со звуком там, пишет он хорошо или нет. Это наводит на компьютере уже проверять. Но я уже подхожу к месту, к лодочной станции, так сказать, где у нас катера уходят на Нижний Бестях. Вот я так понимаю, это у нас Кулибин стоит, что ли? Теплоход, да? Это вот два теплохода стоят наши.